Оформляется ли гектар семьей или индивидуально, а в случае развода к кому переходит? Здравствуйте. Как мы говорили, конечно, можно подавать на семью. Для этого есть способ подачи, это коллективный. Если семья состоит из 3 и более человек, в том числе и дети, то там есть, как мы говорили, еще функция добавлять. Родители могут добавлять детей, тем самым создавать коллективные заявки и подавать. До 10 человек, это максимальное количество в одной заявке, группу можно создавать. Здесь можно также отметить, что это не только семейные родственные отношения. Коллективные заявки могут создаваться по разным критериям. Наша семья хотела бы взять участок в Амгинском Улусе. Тем более у нас там живут родственники, мы сами каждое лето отдыхаем, у нас там есть дом. Но когда мы обратились в администрацию Улуса, нам предложили только очень дальние, скажем так, не очень хорошие земли. Хотя мы знаем, что там, где мы хотели взять, есть свободные места. Почему администрация не дает, почему прячет эти такие благоприятные, хорошие земли, а пытается выделить только самые плохие, самые заброшенные, самые дальние. Нас не устраивает прежде всего что-то дальнее, мы просто физически не в состоянии туда ездить и осваивать эти земли. Здравствуйте. Система ведь позволяет гражданам самостоятельно выбрать земельный участок, исходя из той территории, зоны открытия, так называемой. Все, что закрыто серым, там нельзя подавать земельные участки на дальносрочный гектар. А все, что открыто, пожалуйста, можете подавать земельные участки. И здесь кто-то сказал, здесь не брать, здесь нельзя, это не должно рассматриваться. Общепринятый закон, законом действия. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении сколько всего населения нашей республики уже получили дальневосточный гектар? В смысле, полагающиеся земли. Здравствуйте. На 3 марта более 800 договоров заключено и выдано гражданам. Еще столько же находится на госрегистрации, на подписи у гражданина в том числе. Почему ваш сайт работает не очень хорошо, постоянно зависает, невозможно узнать, открыть карту, посмотреть, что же этой земли на самом деле находится. Возможно, эта земля не в очень хорошем районе, заболоченная местность, что-то еще. Когда наконец-то это все будет доступно для населения, чтобы сразу видно было на карте, что же это за земля. По 3-му этапу у нас, как Росреестр докладывает, скорость увеличилась, сократились промежутки, когда система не работает. Бывают единичные случаи, конечно, но такого, что сказать, постоянного нет. Система более-менее всегда модернизируется, обновляется. Если на моем участке будут ветхие здания, то что мне с ними нужно делать? По принципу земельного законодательства и дальневосточного гектара 119 федерального закона, земельные участки с обременениями, с правами, либо незарегистрированными правами, не могут быть предоставлены. В соответствии с этим, даже если любой объект будет, уполномоченный орган вправе здесь отказать заявителю.